Здравствуйте! В эфире программа «Амчра». На дворе декабрь. Самое время подвести и озвучить итоги уходящего 2023 года. Каким он был для Галского района? С этим вопросом мы отправились к главе администрации Константину Пиле. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Развитие экономики – это стабильность, а значит и рост бюджета. Какова была ситуация с доходами и расходами районного бюджета в 2023 году? Да, здравствуйте, Шазина. В этом году положение неплохое. В принципе, мы ежегодно выполняем бюджет и перевыполняем. В этом нарекания нет. Нам проблема, что у нас вообще бюджет сам по себе небольшой. Я в общем не буду говорить об общем консолидированном бюджете, я буду говорить, наверное, о бюджете собственных средств. Это самое главное, сколько мы смогли заработать, что мы смогли сделать, сколько привлечь инвестиций в район. Ну, если в 2020 году у нас было 47 миллионов собственных средств, на сегодняшний день 68. В цифрах как бы немного, но все это складывается по крупицам, и очень сложная работа. Ну, наша налоговая отрабатывает. Наше финотдел отрабатывает, управление юридическое отрабатывает. То есть все нормативы сразу идут налоговая сразу начинает ходить или бегать, как говорится, за предпринимателями, чтобы все налоги были вовремя оплачены. И вот эту работу ведем. В принципе, неплохо. В этом году у нас перевыполнение 123% у нас перевыполнение. Могло быть больше, но в конце года мы пошли на увеличение бюджета, соответственно, статистика упала. В общем, дела идут неплохо. Какие достижения вы можете выделить в Галском районе? Чего удалось достичь, а что все еще в планах? Достижения звезд с неба не сорвали, но теми возможностями, которые у нас были и образовывались, вот смогли немножко парк привести в порядок, еще работы выполнены практически на 90%. Ну, я думаю, еще надо будет добавлять, потому что мы еще поменяли там бордюры, и еще плиточку надо тротуарную вокруг парка еще сделать. Тут дренажная система поменена, заклон на геодиксиле трубы, чтобы вода не стояла. Потом будет еще посажена специальная травка, будет насаждение. Ну, это ведем, потому что парк это такое место притяжения для города. Делали такую свою небольшую брехаловку. Мы же сухумчане, мы же знаем, что хорошо. И мы сделали так, и утром люди собираются, кофе пьют, Там еще одна локация, такие, знаете, места притяжения. Вот тут будет тоже такое кафешка детская. Ну, потом еще футбольное поле. У нас бюджет слабый. У нас были бы другие возможности, конечно же, мы бы намного больше развернуть. Но потихонечку растем, я думаю. Что касается, в общем, жилищно-коммунального хозяйства, у нас проблема с техникой. На балансе жилищного управления у нас один трактор с большим износом. И практически больше нет ни одной грузовой машины, на балансе нет ни вышки для ремонта и замен ламп. Вообще техники нету. И есть только у города еще один грейдер. Это предыдущий глава как-то смог его приобрести. Вот один грейдер практически и все. И когда мы какие-то работы, мы просим или у НГУРГЭСа, чтобы они нам помогли, или смежные организации, или кого-то. Вот так выходим из положения. И у меня в планах на следующий год пополнить управление городского хозяйства техникой. Даже если бюджет небольшой, техника своя, уже справляешься. Уже изыщешь и топливо изыщешь, уже и кого-то попросишь, и кто-то сам. Главное это технику, чтобы уснастить техникой. Вот такие планы на следующий год. Галский район считается одним из ведущих сельскохозяйственных районов Абхазии. Чего удалось достичь в этой отрасли? Сейчас, знаете, как вам скажу, самое главное, чтобы людям помочь продать свою продукцию, чтобы они могли вынести на рынок. Когда-то Гальский рынок, в среду был рыночный день, и рынок у нас полупустой, понимаете, сюда люди не приводят. И мне нужно сделать все, чтобы заполнять местными производствами местные рынки для начала. Потом и вся Абхазия, западная, будет проезжать. И из достижений могу сказать административно. Для меня был самый главный вопрос, чтобы люди понимали, что в район можно прийти, и тебя никаких бюрократических препонов не будет. Тебе моментально выдадут документы, тебе моментально помогут, тебе помогут с выделением земли, тебе подскажут.
Вот эту административную работу надо было, еще, как говорится, коммунисты говорили, кадры решают все. Главное, это кадровый вопрос. И для меня был первые годы, это было оснастить район хорошими кадрами. У меня это, я считаю, что получилось, потому что кто приезжает, видит обстановку у нас, даже в администрации, рабочие, все молодые, креативные, позитивные, инициативные. И вот это все дает нам импульс. Вот я думаю, у нас район будет расти просто ежедневно. Константин Эдуардович, чем занято население и, в частности, молодежь? В основном, да, в основном это сфера услуг, да, это небольшие тоже небольшие производства, это колят орех, чистят, перерабатывают, сельхозпроизводство, а молодежь у нас мало чем занята. Но у нас в районе есть единственный колледж на всю республику, где обучают таким специальностям, как электрики, как повара, как трактористы. Кстати, нигде в стране больше нету и довольно-таки успешно преподаются, детишки учатся, и вот так выращиваем кадры хорошие. Я думаю, это все будет очень нам полезно. А там молодежь только Галского района или же с других районов? В основном с нашего района. Так молодежь, вот, как, вот, знаете, так особо занятия и куда-то пойти людям нету. Негде пойти, вот какой-то молодежный центр, да, у нас вот есть и Дом культуры, там несколько секций разнонаправленных, ну, туда детишки. Ну, уже старшего возраста, уже юношеский, чтобы какой-то был интерес. Вот у нас, кроме так, как в колледже, и вот практически нет. Это тоже нужно решать, это все, в общем, купа проблем, это проблема тоже. Какое направление в развитии района вы считаете приоритетным? Экономика первая. И, конечно, социальное положение людей, одно из ведущих. Это все вещи взаимосвязаны, одно связано с другим. Если одно направление страдает, сразу тянет за собой другое. Конечно же, это все экономическая составляющая и социальное положение людей. Ежегодно к нам заявляются люди с прошением выделить землю под сельхозкультуры, однолетние, многолетние. Вот из всех, вот у меня тут весь список за 3 года, это более 100 всяких заявлений, но это и промышленные предприятия небольшие, это и производственные, и если из них выделить только сельхознаправление, около 30 заявителей. Ну, если первый год назначения я был, как говорится, добр, давал все и всем, я так говорил, все и всем, мы уходим от бюрократии, будем давать вид. Но этот момент у нас в стране плохо работает. Теперь я стал немножко хитрее, или как это назвать. Я прошу показать счета, прошу показать средства, насколько они реальны. Просто взять землю и держать ее 2 года по закону, потом при первом случае ее продать какому-нибудь предпринимателю. Так дела не пойдут, я им сказал. Если вы можете, да, что-то созидать, с удовольствием, здесь и сразу, только покажите ваши возможности. Вот убеждаем друг друга, что земля не должна стоять, и должна работать. Ну, вот такие у нас подвижки идут. Тоже было немного сопротивления, это все было оказано. Ну, в ходе диалога мы друг друга умеем убеждать. У нас вот люди пошли, у нас про голубищиков вы знаете, они сейчас еще больше растут, у них еще будет еще переработка. У нас с рыбой неплохо обстоят дела. У нас вновь посадки по сельхозкультуре. У нас ежегодно Министерство сельского хозяйства нам помогает с теми грантами. От 9 до 12 проектов каждый год у нас финансируется и только из Министерства сельского хозяйства. Ну, каждый проект мы тут рассматриваем. За материальную помощью обращаются, мы много оказывать не можем, но соразмерно всем по чуть-чуть, как бы это разово оказываем. Плюс еще состояние жилищных условий очень тяжелые. Сейчас не могу вам показать фотографии, очень тяжелые. И если это делают эти организации, то это тоже хорошо. Ну, вот как-то в содействии вместе, контачим, эту работу тоже ведем. А много таких обращений в администрацию? Очень много, очень много. Я даже не знаю, весь бюджет, если повернуть на это, ушло бы все туда. Но человек приходящий, который просит тебя побольше, почему я ему много не могу оказать содействие, я не веду так. Вот столько и все, я объясняю. Вот столько у нас всего. Вот вы же не одна пришла, там, или она, или он. Вот представляете, вот сколько людей пришло. Вот потому на всех размерно, чтобы еще и хозяйство шло, чтобы еще и этот пароход, называющий администрации, двигался. Ну, понемногу всем оказываем возможности. Если у нас нету своих возможностей, то ищем
Первое правило: человек, который хочет помочь, он ищет возможности, который не хочет помочь, он ищет причину. Вот всегда стараемся какие-то возможности находить. Район хоть и имеет выход к морю, но туристы сюда доезжают крайне редко. На ваш взгляд, чем это обусловлено? У нас и море не близко, и инфраструктура до моря очень разбитая. У нас вот почти по 30 километров, и даже больше, до села бывшего Приморского. Сейчас куда хочешь. Ну, что такое дорога? Это как в руке венозная система в человеке. Если есть вена, рука живая действует. Если дороги разбитые, нет, люди там не развиваются. У нас в этом селе осталось 42 семьи, 42, очень мало там людей проживают, покидают. Нет водоснабжения туда, и вот разбита дорога. А береговая территория у нас почти 19 километров береговой линии. Это прекрасный, озелененный, с песочными пляжами берег. Ну, нет ни одного пока там туристического объекта. Ну, в район приезжают туристы, я иногда вижу машины с российскими номерами, подхожу, спрашиваю: а как вы сюда попали, а как приехали? А вот по навигатору хотим на Ингургес посмотреть, на плотину посмотреть, что у вас интересненько, говорят, вкусненько кормят. Ну, так вот мы проводим фестивали, на День города мы делали хороший фестиваль. Вот чтобы людям было интересно приезжать, как гастротур. И на следующий год у нас планы заключить контракт в первую очередь с Ингургесом и включить в общий перечень при Министерстве туризма, чтобы это был один из маршрутов. У нас договоренности уже есть, я думаю, на следующий год у нас этот маршрут будет открыт. Константин Эдуардович, как сегодня обстоит в районе вопрос с образованием? Ну, у нас вся методика переведена на методику Министерства образования. У нас 19 школ, у нас 7 садов. У нас датируют по заработной плате в полном объеме. У нас преподавание абхазского языка 28 часов, как предмет преподаем. Ну, по абхазскому языку считаю мало. Знаете, бабушка, дедушка, вот это вот, чтобы еще можно было где-то говорить детям. Организовать какие-то небольшие курсы абхазского языка. Сейчас этим занимается Эдуард Вадимович Кови, заместитель. И у нас на следующий год будут вот такие вот курсы, где будут детишки идти в игровой форме, чтобы ребенок научился. Надо еще, чтобы это было интересно. Так с зубрежкой ничего не достигнешь, это должно быть интересно. Вот образованием нормально. Руководитель у нас очень знающий человек, Габель Екатерина Валерьевна, много лет работающая в системе. Вот, конечно же, были проблемы, и если вы вопрос к этому, то у нас были там финансовые проблемы, которые мы по сей день расчищаем. 19 школ, 7 садов, понимаете, объем финансирования, объем финансовых средств. Самый крупный бюджет — распределитель у нас образования. И вот мы вот эту ситуацию очень тяжело бороли. Конечно, мы встретили сопротивление, потом это перетекло у нас в оппозиционную плоскость. Якобы тут администрация выбивает людей из оппозиции. Совершенная неправда. Ни один человек тут не был уволен или как-то прижат, или как-то чтобы что-то с ним из-за политической принадлежности. Мы на это никогда не смотрели, не смотрим. Люди голосуют всякими разными своими мыслями. Но люди ранее работали, вот им это не понравилось. Конечно же, мы сделали все на перечисление, все централизовано, все прозрачно. Ну, многим это не понравилось. Были и выговора, были и увольнения были. Ну, вот такая вот, наверное, рабочая атмосфера. Кадров хватает? Абхазский язык. У нас кадровая проблема. Она сейчас на сегодняшний день решена, но ребятки, которые у нас молодые ребята, у нас педагоги абхазского языка, вот там нескольких школ, 5, и вопрос жилья. Значит, где-то надо им жить. У нас ни одних мест размещения. Значит, надо снимать какой-то частный дом. И вопросы им должны помочь с оплатой за как служебное жилье. Ну, это все рабочие моменты. В общем, ситуация неплохая, коллективы там очень обогащенные. Для меня главный вопрос — это кадровый вопрос. Когда кадры обогащенные, мощные, сильные, тогда и дело будет. Это у нас нормально все. Какова ситуация с собираемостью платежей за электроэнергию? Вышли на уровень меньше, чем 2019 год. В 2019 году у нас было потребление 75 миллионов киловатт-часов. В 2019 году. Далее был рост, майнинг и все такое. На сегодняшний момент, на конец 2023 года, у нас потребление 69 миллионов, почти на 6 миллионов киловатт-часов меньше 2019 года. Не говоря уже о 2020, 2021, 2022 мы смогли занизить.
У нас установлены почти 3000 приборов учета современных, новых, чипованных, вы знаете, да, современными, с сим-картами, уже 3000 установлено, это тоже дает процент собираемости. Плюс у нас по статистике, в общем у нас 96% собираемости с юридических лиц, с организацией, и 27 с физических лиц. В общем, это 31,9%. Ну, это лучший показатель из всех районов, но, конечно же, мало. Сейчас в связи с приборами и учетами у нас по собираемости будет повышаться, процент будем повышать, я думаю. А как ведется борьба с незаконным подключением майнинговых аппаратов? В борьбу мы еще в 2020 году был создан оперативный штаб. И прямо в 2020 году практически мы эту борьбу там так и завершили. Нам не верили. На совещаниях, больших совещаниях у президента, в спорах с министрами я говорил: ребята, нету в Гальском, не надо путать Первый Гал с Гальским районом, это Квашальский район. Гальский район в границах от канала до Ингура. Вот наша мера ответственности. Тут были 4 фермы, я пригласил ребят, сказал: ребята, когда-то мои друзья тоже занимались. Мы все остановили, надо остановить. Меня поняли и сразу закрыли. Но наши некоторые министры не могли в это поверить. Им казалось, что мы что-то прячем, скрываем. Ну, по уровню потребления, наверное, я сейчас вам озвучил, да, это общая статистика, наверное, по нему видно, что мы вышли на итог ниже 2019 года на 6 миллионов киловатт-часов. Это говорит, что работа ведется. В 2023 году было изъято, вот написано, 57 штук. Где-то 2, где-то 3, где-то 5. Ну, крупных ферм с тех лет у нас нет. Ну, потому что мы с людьми разговариваем, практически мы знаем все друг друга. Мы общаемся, и люди сразу поняли, и никто повторно не включился. Вот те сразу отключились, они сразу все забрали. И тут крупных ферм в Гальском районе больше нет. Работа ведется. И в известных случаях, можно так сказать, и из того, что вы не знаете, потому вы их не находите. Нет, оперативный штаб, в него входит глава администрации, председатель оперативного штаба, руководитель службы госбезопасности района, начальник милиции района, прокурор района и секретарь у нас начальник правового отдела. И руководитель филиала Черноморэнерго, само собой. Ну вот это у нас сейчас немножко на спад, раз в месяц мы собираемся. А так мы, когда была такая выраженная борьба, мы еженедельно, каждую неделю, у меня начиналось совещание понедельник рабочее, потом оперштаб, и мы уже сверяли позиции, что известно, где известно, на каких фидерах идет повышение электроэнергии. Потом еще какую систему делали. Выключали свет, электричество, и включали. Маленький аппарат сразу не включается, он так устроен, что он через 5 минут только начинает потребление. И смотрели, за сколько, где растет и на каких фидерах. И уже смотрели там, и на такую работу. Оперативный штаб работает, могу ответственно заявить, на сегодняшний момент каких-либо крупных или каких-либо ферм майнинга в районе нет. Я иногда в Сухуми встречаюсь с ребятами, там, с моими ровесниками. Ой, Эдуардович, оставь, есть они. Слушайте, поверить не мог. Я знаю, я этим занимаюсь. Я хочу прямо смотреть в глаза и президенту, и руководству, прямо не могу прятать глаза. И говорят, сказать, что в Гальском районе нету. Тем более все руководители, они мне не подчиняются, у них есть свое ведомство и свое руководство. Не все в курсе. Борьба ведется, и вот по уровню электроэнергии у нас уже видно реальное положение дел. Расскажите о ситуации с криминогенной обстановкой. Одна из самых спокойных и самых стабильных из всех районов. В прошлом году у нас произошло на бытовой почве убийство девочки Нати Бахтадзе, если помните, мы ее искали, девочку, до сих пор результатов нету, следствие ведется, из тяжелых преступлений. И в этом году мне, наверное, рано об этом говорить, но был инцидент с жителем Ткачальского района, который произошел инцидент у нас в районе. Житель Карбая. Ну, по ним следствие ведется, я не могу давать оценку. Он после задержания попал в больницу, через 3 дня все закончилось летальным исходом. Вот это вот поменяло нам ситуацию. Тяжелых преступлений практически у нас нет. Когда это произошло, человек умер, 42 года парню. Сельчане не забрали своего, а у нас инцидент прошел,
И нам нужно теперь было сделать судебно-медицинскую экспертизу, чтобы уже прокуратура могла иметь доказательную базу, да, против виновника. Люди не хотели отдавать его, и чтобы провести экспертизу, мол, не надо. Они не верят, что может быть что-то по закону и что-то справедливо. Но я вместе с прокурором района Хасом Моторба поехали мы в село Царча, посочувствовали им. Пришлось собрать всех родственников прямо там у них во дворе и дать им слово, что я вам обещаю, что я доведу это дело до конца. Виновные будут наказаны. К чему я, что люди не всегда верят, что власти могут поступить по справедливости, чтобы их права не ущемлялись. У меня долгий был разговор, очень не хотели, родственники отказывались, не надо, так похороним. Я сказал, нет, это у нас криминал, и давайте делать все по закону. Потом в ходе сложных сначала отказали, потом согласились через несколько часов. Разрешили, мы забрали тело, повезли, сделали экспертизу, там перелом ребер был и многие ушибы. Ну, прокуратура занимается, я пока оценку давать не буду, все будет. В общем, криминальная составляющая на низком уровне в районе. В общем, это так. Срок действия выданного вида на жительство в Абхазии изменится с 5 на 10 лет. Константин Эдуардович, почему нужны были такие изменения в законодательстве и как вообще решать вопрос с интеграцией жителей района в жизнь страны? Да, я скажу, очень важная тема. Одна из. У нас, наверное, всем известно, идет отток населения. Мы ежедневно теряем людей. Старшее поколение не берусь, сложный вопрос не решу. Но рожденные в республике Абхазия, в роддоме, прошедшие в нашем детском саду, окончившие нашу школу и нашу армию, мы обязаны сделать своими гражданами. Это несусветная чушь и глупость. Тут даже обвинить некого. Тут, в общем, это наша внутриполитическая составляющая в стране, когда от любой нормальной инициативы сразу кто-то оппонирует, которая не давала. Но сейчас парламент единогласно это принял. Хочу их поблагодарить, весь депутатский корпус, за ответственное решение. Оппозиционные депутаты, Кан Валерьевич поддержал Кварча. В первую очередь он, и другие депутаты, все приняли закон. Что было до этого? В 2014 году, когда были лишены географически, что, конечно же, противоречило Конституции, у людей забрали паспорта и гражданство. Как забрали? Вот, в смысле, срок закончится, все, больше не продлевает. Продлен, закончивший, если у документа любого закончился срок действия, это уже не документ, с ним работать нельзя. Значит, человеку надо было заявиться для получения вида на жительство. Чтобы заявиться в вид на жительство, надо заявиться каким-нибудь документом. Значит, надо пойти в Грузию, встать на учет, получить паспорт Грузии, прийти сюда, показать, что ты тут по хозяйственной книге в силе зачислен, положить грузинский паспорт и заявиться на вид на жительство. И им давали первые виды на жительство. И их начало пребывания, значит, уже будет прописка в виде на жительство. 5 лет. А вид на жительство выдается после 10 лет проживания. Вот человек потом приходит, уже вид на жительство заканчивается 5 лет, и ему спрашивают, это 5 лет мы видим, а где ты был до этого 5 лет? И люди и вид на жительство получить не могут. И люди думали, что тут такая политика вот у нас, да, у ответственных, чтобы население выгнать отсюда. Не понимали, ну как так бывает? И это из этой серии. Сейчас, когда людям будут старый сдал, сфотографировался, пальцы сняли, сразу будет. Это правильное решение. Это очень верное решение. И хорошо, что оно сейчас через несколько дней, по-моему, вступит в силу. И уже у нас большой... Невозможно доказать, где он был по этого 5 лет. По хозяйственной книге он вписан, место работы он находился, но паспортная служба эти документы не принимает. Потому что в законе написано доказывание своего нахождения тут больше 5 лет только документами МВД. То есть надо или паспорт, или форма 9, которые были или утеряны, или изъяты, или где-то складированы, которые у людей не сохранилось. Сейчас это сделали все по-другому, и слава богу, это очень, очень нам поможет. В районе по виду на жительство 25 тысяч видов на жительство и 1237 граждан всего в районе, 1237 паспортизированных людей. Это за большой период, это не за последний год, это вообще всего за весь период с 2014 года.
Вот такое положение. Что еще, какие проблемы вид на жительство? Мы проводили перерегистрацию пенсионеров, коих около 6 тысяч. Из них 5440 точно по виду на жительство. И люди, когда проходили перерегистрацию, опять просроченные документы, почти 500 человек, пенсионеров, не смогли пройти перерегистрацию из-за просроченного вида на жительство. Далее начинались проблемы у нас технические. У нас, я имею в виду, в Сухуми, у нас были проблемы с тем специальным принтером, наверное, слышали. И только вот буквально несколько дней назад восстановили принтеры, привезли 3 новых аппарата, почти 600 уже распечатанных передали в паспортную службу, и у нас начались. Вот все это связано с документами. Ну, я это часто говорю и сейчас пользуюсь моментом. Вот что бы сделал бы я, зная, вот, скажем, я в этой стране живу по виду на жительство. Но если я буду знать, что мои дети тоже тут будут неполноценными гражданами, я их заберу в другую страну, какую-нибудь, где они обязательно пригодятся. Мы тут даем образование, все даем. По течение 18 лет они уезжают, потому что тут у них перспективы нет гражданами. Вчера буквально я занимался девочкой Сергинава Мари. Я хочу, чтобы все это слышали. Мы через Россотрудничество, с помощью Россотрудничества при содействии Балажан Махтыевны Корчаевой, это работник Россотрудничества, устроили в Сочинском университете. Но у нее загранпаспорт на 1 год, а нужна студенческая виза. И надо хотя бы, чтобы года на 3 дали, а у нас вид на жительство выдается только на 1 год. Мама у нее Тарба, абхазская гражданка, потому что девочка Сергинава, 18 лет исполнилась, она не паспортизирована, у нее не вида на жительство ни грузинского. Вот ей вот через паспортную и отказано в получении паспорта. Каждого персонально, вот вчера с ними встретился, пошел вице-президенту Бадр Зурабович, откликается на эти сразу дела моментально. От него паспортную службу, вот хотя бы, чтобы ей вид на жительство дали немножко большим сроком, чтобы ее не отчислили в Височинский университет. Вот за каждого боремся, за каждого персонально боремся. Что-то получается, что-то нет, но люди видят. Когда люди видят заботу, они видят надежду, что их никто выселять не хочет, наоборот, хотим, чтобы они жили тут и развивались. Ну, вот такое у людей понимание есть, но вот эта проблема, то, что принял парламент, это нам облегчит задачу. По линии Россотрудничества почти 12 лимитов на Гальский район. Прекрасно, правда же? Лучших детей по собеседованию можно было устроить в университеты Российской Федерации. Мы получили специалисты. Из 12 у нас только 5 нашлось родителей, которые согласны своих детей отправить. Из 5 у нас осталось 2. Почему это произошло? Когда родители знают, мать или отец, что даже если ребенка мы отправили, даже если Россотрудничество по виду на жительство нам помогло устроить ребенка в тот или иной российский вуз, она не может к нему поехать. Ну, мало ли. Простуда будет у ребенка. Мать не может туда попасть, ей нужно гостевую визу через посольство месяц ждать. И потом в процессе все начинают отказываться, и вот у нас сейчас практически 1 или 2 девочки. Вот за одну я вчера поборолся, одна, по-моему, нормально. Вот это все очень связано. Люди должны чувствовать на земле, на которой живут, они должны чувствовать, что они нужны здесь, они нужны тут, они нужны родине, они нужны стране, они нужны республике Абхазия. Если это чувство им не давать, тут всегда будет у нас проблемы. А рано или поздно все это может оказаться очень плохо. Ну, надо дать возможность их защитить от криминала, защитить от проблем и оказывать содействие. Вот, и особенно документами. Вид на жительство просрочены, права не могут получить. По виду на жительство у нас 19 школ, 18 сел. Села люди живут. Это села, это дикие животные, шакалы. Охотничье ружье нельзя по виду на жительство. Сельчане не имеют права держать обыкновенную двустволку или одностволку. Но это и скотина режет, приходит, это дикий зверь. И эти работы. Потом проводили, акция была республиканская, отстрел проводится такое, диких животных. Гальцы участвовали в 1 или 2, потому что боятся охотничье ружье держать. Много неправильных вещей, которые нужно решать. Постепенно я вижу, что депутатский корпус понимает в стране. Противники есть всегда и всему. Мы на это не обращаем внимания. Я готов на любую площадку идти разговаривать. И все с этим связано.
Константин Эдуардович, в завершении беседы расскажите нам, пожалуйста, о планах на следующий год. На следующий год у нас обязательно в планах стоит и уже запланировано, уже и предусмотрено это в бюджете. Это сделать так, чтобы водоснабжение было в районе бесперебойное. У нас с водозабора речь идет эта труба и идет самотеком. Но во время засухи у нас бывают периоды, что вообще нет воды в районе и невозможно. Детские сады снабжаются с помощью машинки МЧС и все остальное. И вот есть резервные скважины, которые предыдущие главы уже небольшое там восстановление провели, мы еще хотим добавить. Главное, чтобы, когда у нас будет засуха, чтобы мы могли сразу переключаться на резервное. Вот водоснабжение – это одно из самых приоритетных направлений. И обеспечить небольшим количеством техники хотя бы наше управление городского хозяйства. Я вам говорил, да, у нас очень слабо обстоят дела с техникой. Вот думаю, что-то мы сможем еще и приобрести в том числе. Сейчас мы организовываем эту елку. Вы слышали, я просил машину, вышку, у нас в районе нету своей собственной. Там кого-то просим, где-то ищем, а чимчирцы иногда помогают. Наш РУП Черноморэнерго, имея машин, помогает. Ну, надо делать, чтобы оно было у администрации. Вот такие планы есть, чтобы поснабдить ее техникой. Вот это небольшие планы. Все остальное сделать так, чтобы вы смогли свести, как говорится, дебет с кредитом. Чтобы у меня бюджет был не дефицитный, чтобы люди понимали свою доходную часть, расходную часть. И уже, как говорится, ноги растягивай по делу. То есть уже понимаешь, как тебе выстроить свое бюджетирование. Да, шанс делать нет. Поздравляю вас и наш народ с наступающим Новым годом. Желаю мира. Самое важное, знаете, когда, как это у Хаяма, да, не севший, пуд соли севший больше ценит мед. Кто видел войну, тот хочет сделать все, чтобы войны не было. Дай Бог, чтобы был мир, мир в Абхазии, мир в России, мир вообще пускай будет по всему миру. Чтобы наши люди могли развиваться и видели завтрашний день. Это самое главное. Удачи всем и здоровья. Константин Эдуардович, я благодарю вас за беседу. Успехов вам во всех начинаниях. Спасибо. Спасибо, успехов вам.